Ну вот смотрите, вот этот режим экономически несостоятелен. Экономика работает плохо, бизнес работает плохо. Есть Россия с сиськой, такая родина-мать, да, которая, значит, этого ребеночка кормит. Да. Есть геополитическое положение. Да, я понимаю, что он пользуется, что он хитрит, что он как бы такой хитро-мудрый. Но у меня давно, еще года 2 назад, возникло ощущение, что в принципе при желании продолжить свои завоевания, восстановление империи, как бы туда соваться пока не надо, туда не надо. А вот Беларусь — это то, что можно присоединить типа без крови, да, потому что белорусы типа в русских стрелять не... Ну, вот это все такое. Насколько элиты белорусские заражены, насколько общество белорусское заражено вот этой любовью к России, и насколько это вообще сценарий аннексии в любой форме, не будем говорить, там, как это делается по-разному, да, насколько эти планы реальные, хочу серьезные ответы от вас. Ну, я хочу сказать, как редактор независимого сайта, да, о том, что у нас сегодня, конечно, самая главная проблема, помимо политической цензуры, да, то есть это еще российская пропаганда. Потому что, вот я говорила, что Лукашенко захватил телевидение, да, уничтожил независимые газеты. Но белорусы же не стали читать его газеты или смотреть его телевидение, да, потому что за 20 лет всем стало понятно, что они врут, бессовестно врут, когда показывают вот эти картинки райской жизни в Беларуси, потому что они видят, как они живут. И поэтому телевизор, белорусские телеканалы, они не смотрят, они смотрят российские телеканалы, а их минимум 9 каналов. Это хорошо или плохо для Лукашенко? Это плохо для Лукашенко самого. Но он уже сам загнал себя в эту западню, когда уничтожал оппозицию, уничтожал независимых журналистов, уничтожал национальную историю, белорусский язык. И, в общем-то, когда уничтожал в белорусах вот это чувство белорусскости, да, вот. И вот сегодня, когда вот заблокировали еще Хартию, крупнейший независимый сайт, в общем-то, белорусы стали еще и ушли в российский интернет. Мы это видим по графику. Так они, может быть, думают так, что вот так же тоже думали некоторые люди там в оккупированных районах Украины, да, что вот Путин придет, и вот приходи, и вот они в Крыму вешали, ну, это, конечно, все обман, да, вот пенсии будут огромные, зарплата огромная, сейчас этого ничего нет, все ну, неважно, да, обманывали людей. А ей, может быть, такая вера, что вот наш батька-то надоел, да, а этот большой богатый Путин, может быть, он лучше будет при входе сюда, в это здание, там картина была у входа, сверху клетка с символами исламскими. Я так понимаю, это как картина о Крыме, там птица такая, не знаю, я увидал там аиста, которая сидит в очень маленькой клетке. И я понял, это вот для нас ощущение, тоже символика, там один из символов аист, я больше зубра люблю, конечно. И мы где-то шутливо говорим, там, оцениваем, мне он не интересен, он дурак. Мы можем потерять реально независимость, так же, как сегодня оккупирован Крым. И вопрос ваш очень серьезный, и может быть, да, большие страны думают, ну, как вот я ж вижу там западную прессу, западное телевидение, ну, Украина где-то там далеко, да, но для украинцев это реальная война. Для крымчан, для вас, вы потеряли родину, да, вы сражаетесь сегодня. Мы на грани. Запад потом поймет немножко, но, то есть, вот Крым, там, условно, Приднестровье, Донбасс, и вот если еще Беларусь будет до конца уже дожата, это меняет всю структуру безопасности, но украинские боль и проблемы вы лучше всех понимаете, крымские проблемы больше всех вы понимаете, и мы сегодня вот пытаемся говорить и на Западе, и в Украине тоже, что смотрите, огромная опасность. Этот дурачок, потом его забудут, поставят какого-то нового, так же, как вместо Плотницкого, там еще кого-то, но страна будет уже совершенно под другим названием, и это угроза для Украины. Я хочу сейчас